أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. Мне Раджаб Хаджи поручил на этот раз изучить вопрос насчет фотографий, рисунков, и я по мере своих сил постарался рассмотреть этот вопрос. И, иншаллах рахман, я буду излагать согласно тому, что я понял. Здесь на сегодняшний день делают очень большой акцент на изображение, на фотографии, и делать на это акцент, опираясь на хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям: «Ашаддун наси азабан яумал киямати аль-мусаввирун». Самое большое наказание в судный день получат те люди, которые делают образы, то есть делают сура. Что означает сура в арабском языке? И наиболее близкий перевод этого слова в русском языке — это образ. И есть другой хадис, этот хадис приводит Бухари и остальные. Есть другой хадис, который приводит Тирмизи от Ибн Аббаса, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ман саввара суратан аззабаху Аллаху хатта янфаха фиха». Яни ар-рух. Кто сделает образ, Аллах будет мучить его, делать ему наказание, пока он не вдохнет в него душу. И теперь, опираясь на этот хадис, и здесь понятно, что сура — это запрещено, да? Опираясь на этот хадис. И теперь, что означает эта запрещенная сура? Вот есть вопрос разногласий среди ученых. И в вопросах разногласий здесь тоже есть, учеными выделяются непосредственно и причины тоже. Здесь, если мы будем опираться, да, например, почему это запрещено, здесь, например, учеными упоминается три причины. Это первое — мудахату халкиллах, когда кто-либо пытается уподобить какому-либо из творений Аллаха. Вторая такая причина, что это может быть, это образ, создание образа может привести к чему? Это может привести к почитанию этого образа, и это почитание может в конце привести непосредственно поклонение этому образу. И третья причина — это в хадисе говорится, что ангелы не входят в тот дом, в котором есть образы. Теперь давайте начнем с обратного конца, да, с того края, где есть, где люди придерживаются наиболее крайних точек зрения на этот вопрос. Во-первых, да, например, есть одни люди, которые говорят, что это ширк, но имеется в виду, создание образа является самим ширком. Но это не может быть правильным. Почему? Потому что основа таухида и ширка, она с того момента, да, например, таухид и ширк — это вопрос, который касается чего? Вопрос, который касается фикха, или вопрос, который касается акиды? Вопрос, который касается акиды. Правильно же? То, что во время пророка Адама было единобожием, в последующем многобожием стать не может. Это понятное дело. Правильно же? И теперь мы однозначно знаем, что во время пророка Сулеймана, алейхиссалату вассалям, что образы, памятники, они делались. Рядом с пророком Сулейманом было 24 льва. Образа памятника 24 львам. И поэтому можем ли мы сказать, что пророк Сулейман совершал ширк? Нет. Мы же мусульмане. Мы все знаем, что пророки не совершают грехов. Ну, есть вопрос разногласий. Однозначно знаем, хотя бы больших грехов не совершают. Тем более не могут совершить, да, ширк или этот куфр. Теперь, следовательно, назвать образы ширком уже однозначно никак не получится. Теперь, здесь уже непосредственно слово сура, оно может толковаться по-разному. Некоторые толкуют его как образ, некоторые его толкуют как то, что нарисовано рукой. И вот эти два есть
это объяснение этому суре. Но никак нельзя слово сура применить по отношению к фотографиям. Почему? Мы далее вернемся к этому вопросу. И теперь, почему, например, фотография, она не относится к той суре, которая упоминается, которая запрещена непосредственно в хадисах посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И рассматривая этот хадис, где говорится: «Ашадду наси азабан яуман киямати аль-мусаввирун». Да, самое большое наказание в судный день получат, да, имеется в виду те, кто делает сура, делает образы. То есть сура, есть определенные люди, которые скульпторы, делают скульптуру, правильно же? Это есть наиболее близкий перевод слова сура, на русском языке мы сказали образ. То есть наиболее близко получается к этому слову то, что делает образ, то есть скульптура. Правильно же? И теперь скульптор, человек, кто просто так делает, например, скульптуру какого-либо историка, какого-либо выдающегося, например, политика и так далее, он должен получить самое большое наказание, больше, чем Фираун. Также и имам Навави говорит: «Васташкаля уляма». Ученые сказали, здесь есть непосредственно, имеется в виду, мушкиля, имеется в виду, есть проблема понимания этого хадиса. Почему? Самое большое наказание, что они будут достойны все скульпторы, да, имеется в виду, насчет этого, чтобы они будут получать самое большое наказание в судный день, больше, чем Фираун, больше, чем Хаман, больше, чем, например, кафиры, это является проблемой. Почему? Потому что этот человек, кто утверждает: «Я, да, ана раббукум аль-а'ля», я самый большой ваш Бог. И тот, кто верит в Аллаха, но тем не менее делает скульптуры, это разная категория грехов. И имам Навави говорит: если человек делает скульптуру для того, чтобы люди поклонялись этой скульптуре, этому памятнику, то в этом случае, чтобы он и фараон были на одном уровне, там в принципе проблемы нет. Там мушкиля нет. Понимаете же? То есть для того, чтобы скульптор был наравне с Фирауном, он должен быть соучастником его же греха. Правильно же? Фираун говорил, кто? Он утверждал, что он заставлял людей поклоняться ему, да, одному идолу. Значит, должен быть другой человек, который подобен ему, который заставляет поклоняться какому-либо идолу помимо Аллаха. Понимаете же? Для того, чтобы он получал такое же наказание, как непосредственно Фираун. Но, тем не менее, насчет скульптуры. И мы сказали, сура арабская, некоторые толкуют его как скульптура, некоторые толкуют непосредственно как, имеется в виду, как рисунок, сделанный своей рукой. Насчет скульптуры тоже есть непосредственно разногласия среди ученых. И на отношении сура, имеется в виду этих образов, самое жесткое мнение всех четырех мазхабов в нашем шафийском мазхабе. В остальных мазхабах мнение насчет сура, насчет образов, оно легче. Если мы будем рассматривать скульптуру непосредственно по мазхабам, мы найдем, что в всех трех мазхабах, например, ханафитском, шафиитском и хамбалитском, он запрещен. В маликитском мазхабе скульптура запрещена только лишь в том образе, когда она, имеется в виду, если бы был бы человек в этом образе, он остался бы жив. То есть с жизненно важными органами. Если скульптура сделана, допустим, до груди, такой человек же не живет, не выживет же, правильно же? То вот именно такая скульптура в их мазхабе маликитов не считается харамом, а считается макрухом. То есть нежелательной. А в всех остальных мазхабах любая скульптура, то есть скульптура, любой образ, то есть то, что имеет форму. Сура что означает? Форма. Понятно же? Тасвир, юсауир, например, в Коране тоже слово тасвир упоминается по отношению к Аллаху только лишь. Юсауируль халка. То есть что делает? Создает, делает образ. Понимаете же? И здесь непосредственно отношение скульптуры, мы сказали, в трех мазхабах, это однозначно запрещено, а непосредственно в маликитском мазхабе, там есть мнение, если есть скульптура
полного человека, то есть человека, который может жить в такой форме, то эта скульптура, она непосредственно запрещена. А если есть скульптура, которая, имеется в виду, человек не может жить, она не является харамом, а является непосредственно макрухом. И здесь, опять-таки, и насчет скульптуры, то здесь тоже идет опять-таки вопрос. Да, например, скульптура делается живого, опять-таки, да, например, живого существа, например, да, творения, или же одушевленного предмета, или неодушевленного предмета. То есть, если человек сделает скульптуру дерева, там проблемы нет. Сделать скульптуру, допустим, какого-либо угодно творения неодушевленного, которое не имеет душу, там проблемы нету. Почему? Потому что здесь говорится о нафху рух. О чем говорится? О том вдувании души, правильно же? То есть вдувать душу не заставить неодушевленный предмет, а могут заставить непосредственно одушевленный предмет. Но там-то говорится валяйся бейнафик, он никогда, конечно, творение не сможет вдунуть душу. Но тем не менее, здесь опять-таки идет скульптура однозначно запрещена. Имеется в виду одушевленного предмета в полном размере, если является каратом, согласно маликитскому мазхабу, если она имеется не в полной, имеется в виду размере, но тем не менее в 3 мазхабах однозначно любая скульптура запрещена. Теперь идет вопрос непосредственно рисунков, которые сделаны рукой. Здесь тоже среди ученых есть некоторые разногласия. Допустим, опять-таки, если кто-либо, если рассматривать это с точки зрения мазхабов, ханафитский мазхаб, там различает рисунки большие и рисунки маленькие. И, естественно, они говорят, маленькие рисунки, они не являются запретными, а являются запретными большие рисунки. И, естественно, они опираются на определенные свои доказательства. Например, у Абу Муса аль-Аш'ари на хатам, на кольце было изображение 2 мух нарисовано. Следовательно, если есть маленькие, они опираются, например, понятие сура, сподвижник, он лучше понимал, чем, да, например, последующие ученые. И другие ученые не возражали ему, другие сподвижники. Значит, маленькие сура, маленькие эти рисунки, они не запрещены в ханафитском мазхабе. И если есть большая фотография, она смотрится. Если она поставлена со стороны кибля или же справа, имеется в виду от кибля, там есть проблема. А если она рисунок, и там опять-таки они смотрят, он сделан за один раз или нет. Или же, например, тот, кто сделан рисунок так, чтобы человек в такой форме, в таком образе мог жить или нет. Естественно, например, если человек есть рисунок, чтобы человек в таком или какой-либо одушевленный предмет в этом образе, чтобы мог жить, да, например, большой рисунок запрещен, маленький рисунок не запрещен. Это в ханафитском мазхабе. В хамбалитском мазхабе там есть много тонкостей, мы вдаваться не будем, это отдельное большое мнение, оно ближе, оно что-то промежуточное между ханафитским и шафиитском мазхабе, есть мнение хамбалитов. В шафиитском мазхабе мнение мы знаем. В шафиитском мазхабе есть какое правило? Если есть рисунок, который не может жить в таком образе, имеется в виду, то в этом проблемы нет. Я, например, здесь выписал мнение, которое есть в Махалли, приводит Махалли. И опять-таки там смотрится в шафиитском мазхабе, где помещен рисунок. В каком образе? Если есть рисунок на полу, там же проблемы нету. Даже если это будет одушевленный предмет. Правильно же? Почему? Потому что рисунок, если будет на полу, там же нету, например, иштибаху та'зим. Никто не подумает, что кто-либо из этих мусульман, кто живет в этом доме, начинает уважать или же почитать вот этот рисунок, который есть на полу. Это есть, имеется в виду, в шафиитском мазхабе. И здесь рассматривается, имеется в виду, рисунок в полной мере, он полный или не полный, где он находится. И если есть полный рисунок и он находится на том месте, где люди могут подумать, что этот рисунок непосредственно уважаем, да, почитаем, то в этом случае, имеется в виду, есть проблема непосредственно в шафиитском мазхабе. А насчет маликитского мазхаба имеется в виду рисунки, которые сделаны рукой, кроме
ваяний, кроме скульптур, в маликитском мазхабе разрешены. Единственное исключение может быть дополнительные моменты, которые касаются этого. Допустим, если будет рисунок обнаженной женщины, допустим, это не потому, что это рисунок запрещен, а потому, что есть, имеется в виду, другой вопрос, который касается обнажения, правильно же? Но не потому, что это касается непосредственно самого изображения вещей. И непосредственно, если вернемся мы к вопросу о фотографии, правильно же? Насчет вопроса о фотографии, конечно же, это вопрос фотография, это тот вопрос, который возник позже. Принцип фотографии заключается в чем? Что означает фотография? То есть, например, да, негатив, есть, допустим, свет. Негатив реагирует на свет. Теперь человек фиксирует камеру, и на долю секунды открывается, допустим, какое-то окошко, человек попадает в свет, и то есть вот это изображение, как, например, изображение на зеркале, да, имеется вот это изображение на зеркале, оно фиксируется. Вот принцип фотографии. То есть, что означает фиксируется? Изображение, которое есть на зеркале, сохраняется. То есть, это есть принцип фотоаппарата. Там ничего непонятного нет. Теперь, к чему мы будем, с чем мы будем сравнивать вот этот, имеется в виду, вот этот зафиксированное непосредственно изображение на зеркале. С чем мы будем его сравнивать? Вот насчет этого есть среди современных ученых непосредственно некоторые разногласия. И наиболее жесткое мнение по этому вопросу, конечно же, было среди кого? Среди тех людей, кого обычно называют ваххабитами. И они достаточно долгое время в этом вопросе придерживались достаточно жестких, имеется в виду, мнений, но тем не менее, ихние ученые, я сейчас вам скажу, например, такие как Фаузан. Фаузан — это бывший муфтий Саудовской Аравии. И такие как, если интересно, потом можете забрать эти фетвы ихние. Ибн Усаймин, уже непосредственно они дают фетвы, что фотография, сделанная фотоаппаратом, она не имеет никакого отношения к той суре, тому образу, имеется в виду, которая запрещена в хадисах, которая запрещена в исламе. То есть фотография, и они приводят, например, самое интересное, они в этом мнении, они, вот это, например, тот же Усаймин, один в один копирует в своей фетве слова Ибн Бухайта, бывшего муфти из Египта. Он говорит, обратите внимание, говорит, тасвир — это что? Тасвир — это, даже если мы будем считать, что тасвир — это лишь изображение рисунка, что говорит, человек должен взять карандаш, должен уметь рисовать, правильно же? Он должен обладать определенными навыками. А фотография что такое? Человек взял, даже ребенок взял на руки, нажал одну кнопку, и вот тебе фотография получилась. И он один копирует эти слова Ибн Бухайта. Теперь он говорит, фактически, да, вот эта фотография, которая непосредственно является, имеется в виду фотография, сделанная фотоаппаратом, она не имеет никакого отношения к той суре, тому образу, которая запрещена в хадисах. И среди этих современных ученых Ахлю-Сунна, я не говорю уже о ваххабитах, а Ахлю-Сунна, там тоже есть, например, такие ученые, как, например, этот Тауфик, есть сын Бут, и сам Сайд Рамазан Бут, и Вахабат Уз-Захайли. Этих ученых вы знаете, это сирийские ученые, очень известные. Теперь среди них, да, они говорят, что эта сура, то есть фотография, она не является той сурой, то есть тем образом, который непосредственно запрещена. То есть здесь непосредственно, если мы будем следовать за учеными, есть мнение ученых Ахлю-Сунны, что это разрешено. И если человек считает себя большим умницей, и он считает, что он сам может сравнивать этот вопрос, пусть сравнит. Фотография, она к чему ближе? К изображению в зеркале? Или же ближе к скульптуре? И исходя из этого, пусть сделает вывод.
Здесь, например, мулахат, например, чтобы человек уподоблял творению Аллаха, здесь может быть. Нет, он же ничего не, он же не уподобил, он просто зафиксировал, он просто лишь зафиксировал непосредственно, имеется в виду, тот облик, который сотворил Всевышний. И здесь непосредственно, мы сказали, суры были запрещены по 3 причинам, правильно же? Первая причина, это уподобление творению Аллаха. Фотография, она, здесь есть уподобление творению Аллаха? Нет, почему? Потому что человек же не уподобляет, он просто сохранил тот непосредственно, да, ту действительность, которая есть. Например, вторая причина, мы говорили, что в дом, где есть сура, где есть образы, не заходят непосредственно ангелы. И здесь, например, здесь тоже оно не относится непосредственно, имеется в виду, к фотографиям, потому что та сура это другая, эта сура это другая. Но сейчас мы к этому еще вернемся. И третья причина была, что и когда человек начинает почитать этот образ, то настолько, что человек будет готов непосредственно поклоняться этому образу. И иной раз мы видим, да, определенных людей, которые ценители искусства, они берут там, например, вещи, там картины, говорят, да, это божественно. Вот это есть где? Вот это есть грань. Что человек уже приблизился как раз таки к поклонению этому, допустим, да, имеется в виду этому изображению. Человек, если чем имеется в виду близок к поклонению данному предмету, то, естественно, тут проблемы нету, непонимания нету. Поклонение в исламе однозначно запрещено. И ислам начинается со слова «Ля иляха илlallah». Бог один в исламе. И это среди того человека, среди тех людей, кто называет себя мусульманином, здесь и проблем, и непонимания однозначно нет. То есть здесь идет вопрос, опять-таки, вопрос почитания и уважения. Это тоже разные вещи. Понимаете же? То есть, когда человек приблизился к поклонению, и человек начинает просто уважать. Вот здесь есть грань. Понимаете же? Человек, мусульманин, он должен уважать все, что имеет в исламе ценность. Это однозначно. Например, все, что имеет, например, есть ша'аируллах, например, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ говорится в Коране. Тот, кто уважает, та'зим делает, ша'аируллах. Что означает ша'аируллах? Признаки, то есть аятуллах, признаки этого, да, например, ислама. Это есть из богобоязненности. То есть все, что занимает определенное важное место в исламе, оно достойно уважения. Правильно же? Кааба, она достойна уважения. Но кто-либо скажет, что люди поклоняются этой Каабе? Нет. Все знают, что ля иляха илlallah. Люди почитают, например, Хаджар аль-Асвад. Есть уважение к Хаджар аль-Асваду, правильно же? Кто-либо скажет, что люди поклоняются Хаджар аль-Асваду? Нет. Никто не поклоняется Хаджар аль-Асваду. Не знает, что это непосредственно камень. Почему он ценен? Почему Кааба ценна для мусульман? Потому что это Байтуллах, имеет отношение к Аллаху. Почему Хаджар аль-Асвад ценен, например, для мусульман? Потому что он имеет отношение к вере Аллаха, к религии Аллаха. Только лишь поэтому. И здесь, например, да, ученые говорят, если, например, люди, например, вешают, например, современные ученые говорят, если люди вешают, например, на стены, допустим, фотографии своих, например, президентов, своих царей, и в этом случае, например, этот президент и этот царь, он имеет в исламе уважение, тот же Буш, допустим, и так далее. Нет же. Здесь есть проблема. А если человек вешает на стену изображение того, что имеет в исламе ценность, и он проявляет к этой вещи определенное уважение, в этом есть проблема? Нет. Понимаете же? Все, вот здесь есть непосредственно грань. Понимаете же? Грань между уважением, адабом и уважением и непосредственно поклонением. Например,
ислам обязывает нас почитать родителей, правильно же? Проявлять к ним уважение. Если, например, родители, например, отец зашел, человек встал перед ним, кто-либо скажет из нормальных людей, что этот человек поклоняется отцу? Нет. Здесь есть разница. Любой мусульманин, кто говорит «Ля иляха илляллах», он знает, что Бог один, и поклонение может быть только лишь одному Аллаху. И вот это есть непосредственно граница между этими вещами. И основной момент, да, на который нам хочется сделать акцент. Просто здесь сура, имеется в виду, которая запрещена в исламе, имеется в виду, это что за сура? Однозначно запрещена та скульптура, правильно же? Однозначно запрещен тот образ, который люди делают для того, чтобы ему поклонялись. А если есть, например, фотографии определенных вещей, которые имеют в исламе ценность, то в этой фотографии нет проблемы. Или же есть фотографии нейтральных вещей, которые не запрещают ислам и не имеют в исламе уважения. Например, фотографии какой-либо, допустим, села, каких-либо гор, каких-либо мест. Оно не имеет в исламе уважения, но тем не менее нет негативного отношения ислама к этому еще. Тоже нет проблем. Здесь есть проблема. Если есть фотографии тех вещей, которые ислам имеет негативное отношение к этим вещам. Допустим, есть непосредственно и есть вещи, которые портят духовность человека. Есть разные на сегодняшний день и в телевизорах, и в интернетах есть вещи, изображения, например, да, обнаженных женщин, мужчин и так далее, и так далее. Вот это имеется в виду, несет непосредственно вред для духовности, следовательно, для самого человека. Поэтому вот так мы поняли этот вопрос. Если есть у кого-либо возражения или вопросы по данному мнению, пожалуйста, мы выслушаем, постараемся ответить. Здесь, опять-таки, например, если есть коврик, то мы же сказали, например, то место, где находится, например, сурат, правильно же? Место, где находится изображение, оно указывает, какое отношение есть у человека непосредственно к этой Каабе. И некоторые ученые говорят, все-таки говорят, нехорошо, когда есть изображение Каабы, например, да, на коврике, человек как бы наступает как бы на Каабу. Но другие ученые говорят, но не люди и залезали на Каабу, на крышу за Каабу залезали, например, Билял залезал, например, изучал азан. Зависит от отношения. Да, зависит от отношения. Но в принципе, да, все-таки, наверное, если даже есть, наверное, коврик тоже он достоин определенного уважения. Намаз совершил, собрать его и поставить, например, да, потому что, чтобы дети не бегали, чтобы не наступали, чтобы какая-то часть уважения, чтобы к нему все-таки оставалась. Понимаете, когда одна вещь постоянно впереди бывает, постоянно впереди, оно и этого трепета и благоговения тоже не бывает, правильно же?